И еще мы планируем специальный вебинар, и при этом этот вебинар мы планируем открытый, для всех свободный провести. У нас все проходит онлайн, все эти вебинары, поэтому можно просто у себя дома, сидя, приходить на них. Это будет вебинар по буддийской терминологии. И мы разберем какое-то количество, наверное, самых известных терминов, и, соответственно, мы будем их разбирать на санскрите и на тибетском языке, потому что это очень интересный момент. Когда тибетцы переводили дхарму на свой язык, они пошли таким путем. Они не стали делать фонетические заимствования. Они перевели термины по их смысловому значению. Ну, мы с вами хорошо знаем, что вот у нас в русском языке ситуация противоположная. У нас фонетические заимствования, слово Будда, Дхарма, Садха, Сансара, Нирвана, Карма – это все санскритские слова, которые у нас в языке уже прижились. А тибетцы полностью их перевели. Они подобрали свои новые слова. Ну, кстати, отчасти из-за этого есть очень много переводчиков, тех, кто занимается сейчас изучением и переводом дхармы, разных точек зрения. Некоторые считают, что нам тоже нужно в русском языке подобрать какие-то слова или создать новые слова. Но это такой вопрос сложный, вопрос открытый. Но чтобы было понятно, что примерно мы с вами будем делать, что примерно мы с вами будем разбирать, вот мы приведем сейчас такой пример. Я, кстати, хочу вам представить, это вот наш преподаватель санскрита Евгений Владимирович. И вот Евгений Владимирович, он, потому что я знаю тибетский язык, санскрит я не знаю, но вот Евгений Владимирович, он как раз занимается программами обучения, связанными с санскритом. Мы с вами сейчас давайте как раз разберем слово «Будда». И, Евгений Владимирович, расскажите про Будду в санскрите. Ну что ж, слово «Будда» на санскрите пишется с удвоением «д», «буддха», «буддха». И это слово образовано от корня «будх», который имеет два значения. Просыпаться, пробуждаться, знать, знать. Таким образом, вот по форме это слово означает «пробудившийся», «пробужденный», либо «мудрец». А также есть другое слово «будда» с одним «д». Будда – это просто мудрец, ученый или же вид планеты Меркурий. Ну, вот такая информация. И однокоренное слово в русском языке – это слово «будильник». И слово «будить» – это тот же древний проиндоевропейский корень. Поэтому оно так похоже на слово на санскрите. Кратко так. А тибетцы решили, что просто взять тибетский глагол «будить» будет как-то недостаточно, потому что это очень-очень обыденное действие, и что как-то будет не то. Вот, поэтому они сделали свое новое слово, которое по-тибетски звучит как «санге». В слове «санге» у нас есть два слога, и каждый из этих слогов – это самостоятельное слово. Первое слово – это слово «очищаться», а второе слово – это расширяться, развиваться. Оно употребляется, например, когда раскрылся цветок, когда развилась река весной, когда что-то развернуто, откомментировано. Вот это вот слово «бхе» употребляется в этом значении. И, соответственно, вот этот вот тибетский термин «будда санге», он обозначает, что это тот, кто полностью очистился от всех омрачений, от всех загрязнений, от всех завес, и тот, кто полностью развил в себе все качества, качество добродетели, качество просветления. Вот, собственно говоря, такое слово появилось. И сейчас мы с вами еще тоже, чтобы нам было понятно, как мы будем разбирать эти термины, давайте разберем тоже, наверное, один из известнейших терминов. Это три драгоценности. Ну, у нас с вами по-русски, мы так с вами и говорим, три драгоценности. У нас переведено это слово. Ну, давайте посмотрим, что это на санскрите и что это на тибетском языке. Ну, на санскрите это будет триратна. Триратна. Мы видим, что здесь в этом слове есть две части. Первое слово это три, это так же, как на русском будет три, но поскольку санскрит это индоевропейский язык, то названия числительных все очень похожи. А слово ратна означает драгоценность, украшение. То есть, например, это может быть украшение, которое носит человек, либо драгоценный камень, но скорее это обработанный, неприродный, то есть как бы выделанный, уже готовый. Вот такое значение у этого термина. Ну, у тибетцев, опять же, такая же ситуация сложилась. Они решили, что если они просто возьмут слово «драгоценность», то это будет
недостаточно выражать вот эту вот важность этого термина, недостаточно это слово такое особенное, выдающееся, потому что драгоценности, ну, тибетцы, они живут в горах, и вот эти вот драгоценные камни, они у них под ногами валяются. Вот это вот бирюза, кораллы, вот это все, понимаете, ничего особенного в этом нет. Поэтому они придумали свое слово. Они придумали слово кёнчок, которое тоже у нас с вами состоит из двух слогов. Первый слог обозначает что-то очень редкое, очень редкое. То есть то, что действительно крайне редко встречается. У нас с вами есть прилагательное распространенный, повсеместный, есть прилагательное редкий. Вот они взяли слово редкий. И потом добавили к нему второй слог, который обозначает высший. Но при этом это слово «высшее» употребляется только о разного рода качествах. Его нельзя сказать, ну как у нас слово «высшее» нельзя сказать, например, о доме. Да, у нас там есть высокие, есть высшие. Вот это слово «высшее» его употребляют о людях, о просветленных, о качествах каких-то. И вот эти вот два слога «высший» и «редкий» вместе они образовали вот это вот слово, то, что в санскрите обозначает драгоценность. Ратна. Ну, добавили просто числительное 3, соответственно, у нас получилось 3 драгоценности. Вот. Ну и вот таких вот каких-то очень интересных, вкусных моментов, их в переводе этих терминов очень много. Вот. И мы планируем заняться этим. Поэтому я вас всех приглашаю. Где-то сейчас, пока у нас не определены сроки, в мае месяце у нас будет вебинар на эту тему. Он будет идти онлайн, поэтому приходите на наш сайт, записывайтесь и приходите на наш вебинар.